Ну что там, видос зашел, нет? Что люди пишут? Ну так-то 8 тысяч просмотров собрали и 29 комментов написали. Вот. Ну что в комментариях? Поменяйте пуфы на высокие стулья, то не очень красиво. Сделаем. Что еще? Ведущий пусть бреет усы. Сделано. Что там еще? Так, у ведущего голос противный ужас. Ты что за предел? Я не могу понять. Голос плохой, нет харизмы у ведущего, больше похож на дрыща выскочку, который много болтает. Извиняюсь за оскорбление. Удали этот комментарий. Ага. Так. Вот еще ведущий двоюродный брат Сани. Удаляй. На этот раз мы сделаем идеальный выпуск. Сегодня в выпуске интересные новости, специальная рубрика с Сергеем Скрябиным, приглашенный гость Сахаяна Алексеева, спонсор этого выпуска Сахабул. Дорогой кандидаттар, этот выпуск будет идеальный. Ну а теперь сразу к новостям. Вы же видели то, что у нас башня зажглась в городе. Это просто прекрасно выглядит, особенно на фоне Европы. И снова новости, связанные с чипсами. Предпринимательница из Якутии угостила Путина мясными чипсами. На этот раз картофеля точно не было. Следующая новость. Колымана и Ломоносов снова вместе. Вы спросите, кто это такие? А это медвежата, которые до этого росли врозь, и теперь они вместе. 8 марта мужчина ходил по улицам и говорил женщинам спасибо. Ролик был сделан от аэропорта очень мило, между прочим. И сразу же перейдем к следующей новости про аэропорт. В Якутске посыпался золотой дождь. И не простой, а самый настоящий. Ан-12, у которого отвалился кусочек самолета, высыпал полностью золото возле аэропорта. Ребята сразу же пошли мародерить, сталкерить. Огромное количество машин выстроилось в сторону аэропорта. Но, как мы знаем, это все преследуется по закону. И если вы нашли слиток, нужно вернуть. На этом все, дорогие друзья, новости закончились. Перейдем сразу к следующей рубрике. Ну и перейдем к нашему интервью. Наш гость Алексеева Сахаяна. Актриса кино и сериалов. Также моя бывшая однокурсница, между прочим. Привет, Сахаяна, как дела? Привет. Все Как нормально, все отлично. Все прекрасно? Да. Давай сразу перейдем к вопросам. Сколько ролей у тебя было? По-моему, 3, если не ошибаюсь. 3 роли? Можешь озвучить, в каких фильмах, сериалах это все было? Нет, 4. Так, насчитываю 3 сериала и 1 полнометражный фильм. Первый это мы снимали еще в студенческие годы, это был «Студ». По-моему, ты помнишь, да? Я Да, там я помню. где-то засветилась на 3 секунды, это был мой звездный час. Дальше уже «Лыктар», якутский сериал, который прокручивается уже, можно сказать, каждый год, да? Нет, его только 1 раз показывали, кого я обманываю? Ну, по НВК Саха. А дальше уже «Контора» вместе с Ориджин и «Вологота». Фильм Владимира Манкуева. Вот, и где тебе больше всего понравилось играть? Возможно, где-то все-таки была лучше съемочная команда какая-нибудь, где-нибудь было атмосфернее? Мне понравилось больше всего сниматься в полнометражном фильме, потому что там было сложно. Да, в этом есть своя логика. А где-нибудь еще были свои плюсы, возможно, когда сериал? Конечно же, «Контора», моя родная «Контора», Ориджин, Василий, наш режиссер. Да, мне больше понравилось сниматься в «Конторе». Вот сама ты смотришь якутское кино? Не особо, но в последнее время, как начала сниматься, да. Угу. Какой-нибудь свой любимый якутский фильм можешь сказать? Ой, меня впечатлил больше всего «Хоптохагыта». «Хоптохагыта». Можешь рассказать вкратце, о чем он? Спойлеры, господа дорогие. Так он вышел давным-давно уже. Так, там про девушку, точнее отношения девушки и парня. Потом у них на пути встречается какой-то парень, антагонист, то есть в этом фильме. Получается так, что парня убивают, а девушку насилуют. Это так прям представили так реалистично, что я уже вот в таком вот ступоре сидела после фильма.
То есть эмоции, ага. Все-таки она посмотрела. Это была проверка такая, может ли она все-таки смотреть якутское кино. Итак, топ-5 твоих любимых актеров или актрис якутского кино как раз таки можешь назвать? Сложно. Сложно. Так как я с ними работала, скорее всего, это Аяла Мосов, Лена Маркова, Ильяна Павлова, Лавернова мне очень нравится, Айталина. Ну и топ-1, конечно же, ты, да? Нет! Нет. Нет. А кого поставишь топ-1? Актер. Прям. Он нереально отыгрывает. Ты веришь каждому его слову в кино. Как будто он какой-то персонаж именно. Виталий Щукин. Виталий Щукин. О, боже. Давайте представим картину. Понедельник, тяжелый день, вы устали, хотите есть, вам нужна еда. А где можно достать еду? Конечно же, в Папа Пицце. Огромная пицца, просто нежнейший сыр, свежие помидоры и колбаска, конечно. Приемлемая цена. Номер 255-141. Звони прямо сейчас, пока я смотрю на тебя. Давай же, позвони, закажи эту огромную пиццу. Давайте сразу перейдем к блиц-опросу, дорогая Сахаяна. Первый вопрос у меня в блице. iPhone или Android? Айфон. iPhone. Фрукты или овощи? Фрукты. Кюне или джида? Кюней. Зубы чистишь или моешь? Чистю. Кино или спорт? Кино. Рабство или ипотека? Рабство. Семья или друзья? Семья. Карьера или хобби? Хобби. Хобби. Как ты думаешь, твоя актерская вот все, это хобби или карьера? Хобби. Хобби. Так давайте же проверим, насколько оно у тебя хобби или карьера. Перейдем к интерактиву. Итак, Сахаяна, ты должна будешь сейчас продемонстрировать свое актерское мастерство, насколько оно у тебя развито вообще. Итак, представь, что ты ведущий новостей, и сейчас ты должна начать рассказывать новости. Расскажи нам про светящуюся башню нашу. Прям в камеру, как работает новость. Как вы все знаете, недавно у нас разгорелась наша башня, которая стоит на территории НВК Саха. Говорят, Сахаяна, что она... Сахаяна, теперь ты должна это сделать сексуально. Башня загорелась. НВК загорела. Нет, это у меня точно не получится. No. Итак, попробуй голосом Бэтмена сказать, что башня загорелась. Башня И загорелась. всем нравится. И всем нравится. Не повторяй, скажи, что горожанам это все нравится. Горожанам очень нравится, что башня загорелась. Представь себя рэпером, телеведущим. Башня загорелась. Нет, я никогда рэп не слушала, боже. Итак, представь, женщина, которой нужно было такси, она начала рожать. Ты должна давать какие-то акушерские советы. И очень быстро, как Брюс Всемогущий. Попробуй. Дышите, дышите, дышите. Нет, нет. За такое неловкое положение мы дарим тебе от нашего спонсора GetStore подарочек. Ну и мы перейдем к следующей рубрике. Рубрика с Сергеем Скрябиным. Спасибо тебе, Сахая, большое. Выпуск должен быть сейчас идеальным, так что идеальная рубрика от тебя, Серега. Что придумал? Вообще идеальную рубрику придумал. Короче, слушай, называется «Якутяне пробуют магазинную еду». И первый у нас это лапаста, то есть итальянская лапша с сыром. Итак, в принципе сойдет. А второе я выбрал доширак плюс с майонезиком. Я люблю майонез, как вы видите. Ну что ж, снова здравствуйте. Как вы видите, к нам присоединилась Мария. Она тоже будет дегустировать вот эти вот продукты, точнее еду. Давайте приступим. Кстати, в этой упаковочке не было вилки, пришлось взять свою ложку. Блин, как? Ложка. Че, как? Нет, это даже пахнет плохо. Нет? Нормально.
Я думал, похуже будет. Отлично. Даже кукуруза Все, есть. стоп, хватит с тебя сегодня. Хорошо, Серега, а? Давай. Ну, давай я дохаваю. Что, ребята, на этом все, передача закончилась. Подписывайтесь обязательно на все наши социальные сети, там все будет снизу, скорее всего, найдете, если захотите. Ну и всем гуана, потому что у нас победил комментарий этот самый. Если что, гуано — это экскременты летучей мыши. Человек, который написал этот комментарий, обязательно приходите к нам в офис, отпишитесь где-нибудь и получите свой билет в кино. Ну и на этом все, ребята. Гуано! Нормально рубит даже. Постоянно. Не то.